Мы в эфире. Добрый вечер, друзья. Я надеюсь, меня слышно, видно, если кто-то есть в эфире. Слышно меня? Слышно? Да, Галинка появилась. Добрый вечер. Всем пока некого, Галя. Слышно и видно. Ну, хорошо. У нас очень душно. Как у вас, Галя? Чуть-чуть дождик прошел. Асель, Ингушетия, добрый вечер. Добрый вечер, Асель. Душно очень. Так. Сегодня обещала своей подружке Ире сделать эфир, так что, наверное, часок только, не больше. Сегодня у меня такой немножко сумбурный день. Нарядная? Разве я нарядная? Вот она, Ирочка. Ура, ура, я тут. Привет, Ира, привет. Как Аишка, я тебе приветик передал вот так вот. Так, Ирина Пантелеева, Севастополь с вами. Спасибо, Ира. Как там у вас у всех, друзья, дела? Какая у вас погода? У нас было холодно-холодно, теперь так жарко и душно. Так, Арман Шакенова, добрый вечер, добрый вечер. Галя, у нас идет дождь и резко похолодало. Наверное, зима стучится. Ух ты, ну, таких резких похолоданий, конечно, не надо было бы, но немножко дождик бы сейчас не помешал. И чуть-чуть бы температура спала. Ну, как мы хотим, все равно не будет. Будет как надо. Ирина Панина, Самара на связи. Так, девочки, если что, вас кого-то интересует какой-то вопрос, какая-то тема, давайте что-нибудь, да, о чем-нибудь поговорим, а не просто будем здороваться. Может быть, что-то вы хотите спросить, узнать. Юлия, Россия, доброго времени суток. Юлия, очень рада тебя видеть. Так, если что, я иногда перехожу на «ты», вы меня извините все. Так, Ирочка пишет, Лелочка, после такого насыщенного дня ты прекрасно выглядишь, расскажи, как на рынок ездила сегодня. Ой, Ирочка, я сегодня, по-моему, все делаю бегом. Я почти неделю ждала, что этого воскресенья, что Багаудин будет дома, и он меня повезет на рынок, и я спокойно похожу, куплю, что мне надо, и поснимаю для вас действительно рынок, потому что многим нравятся съемки с рынка. Но он мне вчера заявил, что ему нужно ехать, ну, у нас так называется, белхи делать, это раньше вообще было у нас как-то заведено, помогать, ну, обычно тому, кто строится или что-то глобальное какое-то, короче, делают, чтобы не платить за работы, а помогают. Такая взаимопомощь, друзья, родственники едут и помогают. И, короче, вот такие вот белхи делает его, ну, друг, можно сказать, ну, работает с ним, парень, ну, друг, наверное. Он собирал сегодня друзей своих, родственников, чтобы покрыть крышу, по-моему, на дом. И он говорит, мне нужно туда уже в 7 часов, мы вот в 7 часов утра договорились там встретиться. Я говорю, ой, а я на рынок собиралась. Ну, говорит, ладно, я на час скажу им попозже, чтобы мы собрались, поедем быстро и приедем. Но ты, говорит, долго не будешь. Я говорю, ну, ладно. Боялась, что клубника закончится, клубнику хотела купить, если честно. Но вообще-то мне нужно было и по дому много чего купить, потому что давно ничего не покупала, все закончилось. Нужно было и на оптовые эти, ну, где крупы, все такое, но сегодня никуда не поехала. Поехали, короче, быстренько купили клубнику, но я буквально немножко поснимала, пока ходила, пока приценивалась. Обычно я весь рынок обхожу сначала, не беру с первого, что подошла. Обойду все точки, потом только
там, где вот понравилось, там или цена, или сам продукт, если не обязательно дешевле, но чтобы было качественно. Ну вот походила полчаса, наверное, купила, что мне надо, приехала домой. Корову утром не доила до поездки. Подоила корову, покормила завтраком. Пока все это делала, смотрю в WhatsApp, у меня сообщение. Заловка пишет, что в 2 часа они собираются у другой заловки. Ну, мы там собирались, нам надо было поехать, проведать зятя. Ой, думаю, если бы я это знала еще со вчерашнего дня или хотя бы пораньше, то я бы клубнику не покупала. Ну, думаю, до 2 часов, может быть, успею. Стала ее чистить, а все-таки 3 ведра клубники. Не успела. Почистила, поставила в холодильник, побежала, поехала туда. Сын опять обещал в обед приехать повезти, но у него машина сломалась. Короче, сегодня действительно такой день. Поехала на такси, там побыла, посидели, приехала обратно и бегом. А у меня же посуда не мыта, короче, банки не мыты. Все это начала перемывать, убирать, делать компот. В итоге, короче говоря, не все успела. Компот тоже в производстве там сейчас. Опять накладка получилась. Думала, до эфира успею закатать все-таки компот. Засыпала сахаром клубнику. Рассказала вам сегодня весь день. Вот такие вот дела. Так, кто у нас еще? Анна Польских. У нас в Кемерово холодный снежок был. Ничего себе. Так, между прочим, на той неделе, по-моему, показывали, да, что у нас вот сильно, у кого где-то сильно снег пошел. Конечно, все пропадет в такую погоду. Так, Ира, Лейла, ждем рассказа о твоих впечатлениях после вчерашнего вечернего мероприятия. Ой, вы знаете, девочки, я вчера, конечно, с таким трудом туда поехала, не хотелось мне ехать, но потом не пожалела, что поехала. Мероприятие было очень красивое. Правда, я немножко, можно сказать, и отдохнула, и устала одновременно, потому что не смог вчера оператор со мной приехать. Мне пришлось весь этот концерт практически стоять и снимать, просто чтобы для вас показать его, как все было красиво, как получалось, так и показала. Во-первых, дело в том, что монетизацию мне тоже жалоба идет, что монетизация не идет. Но все равно не в деньгах счастье, как говорится, а показать хотела, что очень красиво у нас провели мероприятие, все было прямо на высшем уровне. И угощения были красивые, и продавались там много чего. Но оказывается, в принципе, я знала, когда мы зашли, знала, что был розыгрыш, оказывается, там и розыгрыш. Автомобиль только какой-то, мне комментарий, буквально я несколько комментариев успела прочитать, что, по-моему, лет 10-12 ребенок выиграл машину, но много чего было. Короче, вот так вот, да, впечатлений много. И от того, что вот были артисты приглашенные, и Басков был, и Михайлов был. Было интересно, действительно. Так. Добрый вечер, Лила. Красивый наряд у вас в одной гамме. Вам очень идет. Спасибо. Так, я еще пропустила кого-то. Роза, добрый вечер, добрый вечер. Александра Евсеева, как у вас настроение после концерта? Ну, я только что сказала, настроение действительно очень приподнятое. Я отдохнула. Действительно, мне очень понравилось. Я, наверное, 100 лет не была нигде вот на таких мероприятиях. Мне очень понравилось. Спасибо всем организаторам этого мероприятия. Было очень, очень здорово. Так. Лида Нохчиева. Всем, друзья, доброго времени суток. Я не пропустила ее. Лелочка Севдик Хелха, Лида пишет. Хаха, Лида Севдик Маршуалха. Так, Галя, значит, до поздней ночи будешь вкусняхи готовить. Ну, придется, ничего страшного. Мне не привыкать. Анастасия Попова. Добрый вечер, Лила. Красивый наряд у вас в одной гамме. Вам очень идет. Я читаю второй раз. Так, Артлан Бадмаев. Цыплят уже на обычный корм перевели давно уже. Давно. У меня просто уже не было денег покупать им корм. Они у меня просто, даже вчера и сегодня, они у меня просто пшеницу клюют. Что есть. Просто не получается поехать купить. Вот это все было у меня назначено на сегодня, чтобы поехать корма купить. Много чего, короче, запланировано. Один день только у него выходной. Но у него не получилось. Он туда поехал, а теперь уже к вечеру поехал на свадьбу тоже к другу. В 5 часов их пригласили на свадьбу. Так, Валентина, Валечка, добрый вечер.
Лида, всем, друзья, доброго времени суток, с чатом здоровается. Луна, добрый вечер. Ташина семейка, здравствуйте, дорогая Лела, добрый вечер всем в чате. Так, Ташина семейка – это канал, друзья, это моя подруга. Мы с ней начинали вместе. Она у меня была в гостях, если вы помните. Так что, если что, перейдите, посмотрите, у нее очень интересно. Но, по-моему, она в большинстве случаев снимает на Дзен уже. Наташа переехала в деревню и снимает свое хозяйство. Она там выводила цыплят, гусят, цесарят. Как там у тебя хозяйство, Наташа? Как дела у тебя? Так, рукоделие от белки-стрелки. Лида, дорогая, доброго вечера, вам вечера. Так, Белочка, ты... вот, я пропустила. Друзья мои дорогие, не забываем ставить лайки. Лейла Сердик Хелшин, вот я, значит, пропустила. Я еще многих пропустила, сейчас прочитаю. Спасибо тебе большое. Так, Мурат. Ассаламу алейкум. Лейла, пишу вам с Турции, с Анталии. Ва алейкум ассалам. Спасибо вам большое. Так, больше никого не пропустила. Все, не пропустила. Так. Эйжамал Кожамсанова, салам из Бишкека. Так, тебе тоже, Эйжамал, салам. Луна, не забываем ставить лайки, спасибо. Валентина Сирина, привет, Лила, и всем, кто в чате. Привет, Валентина, добрый вечер. Роза, лайк вам, спасибо. Ирочка, ой, ну почему же ты не выиграла машину? Потому что я не играла. Настя, вам нужна очень, заказы бы развозили сами. Ира, я просто проигнорировала, что, в принципе, мне никогда в таких вещах не везет. Я даже не взяла лотерейный билет и не стала даже ждать окончания лотереи. Луна, Валентина, привет. Так, Лида Нахчиева, Белочки, огромный пламенный привет. Так. Галя, как растишки в огороде поживают? Да так, ничего, не важно, я не очень довольна своими растишками. Не знаем, посмотрим. Бьюсь с ними все время. Так, Светлана, добрый вечер. Светлана Архипова, по-моему, да? Добрый вечер. Так, Лида, Лелочка, Наташа, по мере возможности, по времени смотрю. Спасибо. Так, Флавия, да? Ассалам алейкум, Лейла. А заготовки на зиму будут? Будут. Ва алейкум ассалам, конечно, готовить же надо же нам заготовки делать. Кто останется жив, кушать же нужно. Сегодня вот компоты варим, уже клубнику, варенье. Начали сезон, можно сказать. Ирина, Лейла, мы ждем интервью с птицеводом, который тебе привозил цыплят. Ты обещала, ведь он же столько информации полезной расскажет про содержание птичек. Так, он должен мне 9 числа привезти птичек. Посмотрим, если он согласится, будет интервью. Вроде бы он тогда обещал, но посмотрим. 9 он должен привезти цыплят и 22 июня должен привезти цыплят. Так, Нальжан Кануникова, да? Добрый вечер, дорогая Лейла. Немного опоздала, но совсем пропустить удовольствие видеть вас не могу. Вы для меня лучик света с родного Кавказа и просто замечательная женщина. Огромное спасибо, Нальжан. Нальжан постоянная моя подписчица, которая комментирует каждый мой ролик. Я вам просто благодарна. Так, Наташа, Лелочка, сегодня взвесили своих уточек, им почти 2 месяца. Самая маленькая сейчас весит 3 килограмма. Ой, молодец. Для нас это просто удивительно. Сами своими усилиями растим птицу каждый день. Так, каждый день все новое и интересное. Да, ты знаешь, вот когда первый раз я начала сама выводить, сама все это делать, это действительно не передать, вот когда уже ты вот первый начинаешь. Уже на второй, на третий год уже как-то по накатанной мы привыкаем к этому, и не так это. Но вот когда вот первый раз, первый год, это действительно... Через каждые 20 минут ты бегаешь, смотришь за ними, наблюдаешь. Мне вот это мое. Вот. Я иногда могла часами просто наблюдать, просто полчаса, минут 15 смотреть на цыплят, вот где они там, или где пасутся, или где в клеточке, и просто наблюдать за ними. У меня просто вот такое удовольствие было за ними смотреть, наблюдать. Это что-то. Так, пусть они у тебя вырастут здоровыми и радуют тебя. Так, топ-фаст, да? Здравствуйте, очень хочется, чтобы видео выходили чаще. Мне бы самой хотелось, чтобы они выходили чаще, но у меня просто, девчонки, не хватает, друзья, не хватает времени. Совершенно. Иногда даже вот у меня есть в запасе снятый ролик, который я не успеваю смонтировать. Сегодня вышел ролик с концерта, просто Ибрагим, он мог сам без меня его сконвертировать. Я говорю, сделай его, чтобы потом я уже
Даже вот просто просмотреть и написать, как его нужно совместить, и брашки, у меня не бывает времени с огородами. Но сегодня мне начали прокладывать, проложили уже для капельного полива положили краники, и теперь нужно просто покупать вот этот вот шланг капельный. Тогда уже мне уже освободиться не надо будет поливать, по крайней мере. Включила и все. Так, Заина Богатырева, добрый вечер, Ила, приятно снова вас видеть, как там Нани. Добрый вечер, Заиночка. Ничего, Нани хорошо, нормально. Сегодня клубнику поела, я ей чашку такую положила, она где-то через какое-то время. А мне сегодня больше полагается клубничка? Я говорю, полагается, полагается. Я почти ведро просто дома поесть даже оставила. Рукоделие от Белки Стрелки. Лела, очень люблю вас слушать, речь такая грамотная. Спасибо, Белочка. Так, Галя, Лела, у Ибрагима уже сессия началась? Да, сдает уже, зачеты начались. Раиса Ларсанова, Лела, сердик, хел хадук, хел сердик. Ира, жалко и обидно, что свет отключают, когда инкубатор заложен. Почему такие проблемы у вас со светом? Ира, вот скоро 18 лет, как я здесь живу. Вот именно у нас на нашей линии эта проблема постоянная. Я не знаю почему, но именно нашу линию постоянно отключают. Небольшой ветерочек отключается, дождь отключается, но и без дождя, и без ветра. И действительно, когда вот я в прошлом году даже себе дала зарок, что инкубатор не буду ставить, но в этом году все равно поставила, и то всего один раз. Потому что 150 штук уже оплодотворенных практически, наверное, через неделю должен был вывод, они у меня просто пропали, потому что я не смогла. На 3 суток отключили свет, и аккумуляторы сели, я и аккумуляторы машины покупала, но не получилось их вывести, и было жалко. Так, Наташа, спасибо большое за пожелание вашему хозяйству, желаю процветания. Согласна с вами, что времени стало катастрофически не хватать ни на что, да. Так, Ирочка, успешной сдачи экзаменов Ибрагиму. Спасибо, Ира, спасибо. Камила 06, привет, привет. У меня племянница, дочка племянницы Камила. Нравится мне имя это. Душно очень. У меня кондиционер в той комнате. Надо будет, наверное, если буду делать прямые эфиры, ставить там стол и камеру. Так, Ася Баркинхоева, ассаламу алейкум, Лила, я увидела прямой эфир и зашла. Ва алейкум ассалам, я рада, Ася, спасибо, что зашла. Так, Мурат, меня зовут Тамила. Очень приятно, Тамила. Значит, ник просто другой. Так, Рамия Мухамадеева. Здравствуйте, Лила, привет из Омска. Я с удовольствием смотрю ваши ролики. Удачи вам во всем. Спасибо. Лила, я бы разрыв сердца получила, если бы столько яиц пропало. А что делать? Я уже ко всему привыкла, Ирочка. Светлана Архипова. Архипова же, правильно? Лила, когда вы собираетесь дома, поете песни хором? Нет, мы вообще не поем. Во-первых, у нас у всех медведь на ухо наступил. Ася Баркинхоева. Лейла, как твои дела? Ничего, Ася, все хорошо, алхамдулилла, нормально. Как у тебя? Самое главное, мы здоровы. Так, я тоже хотела сказать, что у нас же Ира из Омска, Рамия, я из Омска, пишет Ира. Заина, как Танзила себя чувствует? Танзила иногда очень хорошо себя чувствует, а иногда звонит, мам, мне сегодня не это самое, я не хорошо себя чувствую. И, 50 на 50, короче, то так, то так. Квота пришла у нее на начало 2023 года, точно день даже не определен, сказали вот в начале 2023 года. Так что, наверное, поближе туда определят, в какой день, когда ей надо будет ехать в Москву. Ира, генератора нет у вас? Нет, Ира, к сожалению. Ибрагим Див, я пою. Так, Алла Родичева, Лейла спросила о здоровье твоей сестры, наверное, не увидела и не ответила. Ой, Аллочка, нет, не увидела. Так, девочки, действительно, если я пропустила, пишите еще раз. Я стараюсь не пропускать, но, видимо, пропустила. Я просто еще только прибежала, я запаханная и на эмоциях еще, потому что везде надо было бегом сегодня бегала. Сестре было, знаете, мы уже снова начали радоваться, потому что постоянно все равно выкачивали воду, а был период, что ее где-то дней 15, наверное, не накапливалась вода, и прямо она сама была такая бодрая, довольная.
Но теперь опять начала эта вода накапливаться в легких, жидкость, не знаю, вода, что там. Короче, снова ее откачивают. Вода накопится, вот жидкость накопится в легких, и у нее одышка, ей плохо. Откачают, ей легче. Вот такие у нее дела, Аллочка. Спасибо за то, что спросили, за беспокойство. Алла тоже постоянно комментирует мои ролики. Я вам благодарна. Так, Ася Баркинхоева. У меня тоже все, алхамдулилlah, все хорошо. Алхамдулилlah, это здорово. Так, Наташа, друзья, не забудьте поставить лайк. Это очень помогает каналу. Спасибо, Наташа. Светлана Архипова, Ибрагим Индиев, хором не поем. Ибрагим как-то начал на гитаре играть, спеть, но старший брат усек это на корню. Гитару пришлось ему продать. Ой, Павел Немоляев, добрый вечер, вам очень идет этот цвет. Добро пожаловать к нам, Немоляев, Павел, я вам рада очень. Спасибо, что зашли ко мне на канал. Павел Немоляев, друзья, тоже блогер, не тоже блогер, а блогер. Я, получается, тоже блогер. У него на канале очень интересно. Конечно, от меня никакой рекламы, но тем не менее. И вы знаете, хочу сказать вам, вот когда была вся эта ситуация с военной обстановкой, я ничего не могла смотреть, вообще ничего не могла ни смотреть, ни слушать. Мне было настолько некомфортно и как-то неприятно. Но вот именно ролики Павла мне просто хотелось смотреть, и как-то я успокаивалась даже. Павел снимает свое хозяйство, он вообще такой молодец, занимается хозяйством, у него крупнорогатый скот, у него птица. Короче, зайдите к нему на канал, того, что я сейчас рассказала, вы ничего не поймете. Он делает и сыры, и молочку перерабатывает. Короче, вообще парень умница. Спасибо огромное, что вы зашли ко мне. Как ваша бабушка, да, кстати, как вы там? Так, Лида, здоровья, Танзили. Юлия, Ибрагим, привет, ты не только поешь, но и играешь. Ирочка, так, собираем команду певцов. Наталья Егорова, здравствуйте, Лила. Хасавюрт находится в Ингушетии, Чечне или Дагестане? Хасавюрт в Дагестане. Александра Евсеева, на сколько лет вы себя чувствуете в душе? Лет на 25, не больше. Если иногда и не меньше. Я всегда задумываюсь, неужели мне 55 лет, честно вам. Честно говорю. Так, Галина, в новом видео у Мадины показан фасад детского садика. Как же все красиво и ярко. Это государственный садик или частный? Территория продумана до мелочей. Галя, это государственный садик. У нас вот последние, наверное, лет 5 была такая программа по всей республике. Вот, построили вот такие вот садики. Красивые. Ну, все вот по одной такой мерке. Ну, которые, наверное, побольше, поменьше, но вот такие вот очень красивые. Так что и мест много для садиков, для детей в садиках появилось. Хоть что-то начали понемножечку делать для нашей республики. Так, Светлана Архипова, Ибрагим Индиев хотя бы дуэтом с мамой. Ну, мама не поет. Алла Родичева, здоровья ей желает всей души. Спасибо, Аллочка. Так, Ира, Ибрагим, обижаешь нас, разве мало, сейчас еще подтянутся? Так, Ира, Павла Немоляева смотрю постоянно. Молодец, такой умница парень. Это однозначно, действительно однозначно. Я не лукавлю, ничего. Я вот серьезно говорю. Вот в этот период, это был где-то вот март, апрель практически, ну март полностью. Я просто успокаивалась, смотрела его ролики. Вот просто мне было... Остальное ничего. Вот смотрела Павла Немоляева, могла посмотреть. И Марию Андреевну «Я люблю тебя, жизнь» канал. Тоже вот, не знаю, что это было. Другие каналы же тоже и успокоительные, и хорошие, но вот не могла я смотреть других. Так что вот так вот. Галя, да, мы уже с девочками тут за кадром хором запеваем. Наталья Ким, а почему брат запретил петь? Это же не порок. Ну, на гитаре играть у нас не положено. Рано, так, рада видеть вас, Мухамеджанова, да? Рано, я тебя тоже рада видеть. Светочка, Светлана Мавропулова, тоже моя подружка, друзья. Добрый вечер. Конечно, главное, сколько лет душе, да. Павел, спасибо большое, мне очень приятно от ваших слов. Я от души, Павел, от души. Так, Лима, Светик, Хел Халила, я очень рада видеть вас.
Хахаил Сердик, я тоже вам рада всем. И да, вы знаете, еще давно Павел мне сделал рекламу, и вообще мы иногда с ним, по Инстаграм раньше списывались. Он мне давал кое-какие советы, рекомендации, особенно насчет моей одежды. Он мне все время говорил, что мне нужно одеваться и хотя бы платок одевать светлый. Э, И вот таких вот рекомендаций он делал мне много. Я ему действительно очень благодарна. Ира, Лила нравится Павел, потому что он простой, без показух, все как есть и так показывает. Да, Роза, очень рада вас видеть. Я вас тоже всех. Светлана Архипова. Павел, я на вас подписалась. Вот так вот, Павел. Юлия Вербицкая. А я в сложное время пересматривала ваши старые ролики. Спасибо, Юля. Ну, конечно, да. Ира говорит, вот-вот, и я тебе про светлые тона говорю всегда. Я сегодня из-за этого, Ирочка, одела платье, которое у меня лежало уже ровно год. В прошлом году я его одела на праздник Рамадан. Мне Мадина его, помните, присылала. Вот в тот день одела, я больше его не одевала. Ну, Ира мне уже прожужжала все уши, чтобы я одела хоть что-то светлое. И сегодня ездила к заловке, одела это платье. Я смеюсь с Юлей из сообщения. Юлия Россия. Ага, Павел сделал рекламу после того, как пообещали его в углу зажать всем чатом. Это было, да. Павел мне не делал рекламу вообще-то, когда, ну, он обещал, но как-то ее не делал. И вот так, как сегодня он зашел ко мне на канал, и я просто на канале сказала, что, ой, Павел Немоляев зашел, он мне не сделал рекламу. И весь чат, короче говоря, ополчился на Павла, почему вы нашей Лиле не сделали рекламу. И он ее сделал, уже пока он не ответил, что сделает, его не оставили в покое. Но по-любому он же сделал. Белка на море, приветствую вас, огромный привет с Черного моря. У нас жара, а море холодное. Спасибо, Белка. Так, к сожалению, я имени не знаю, но знаю, что Белка на море канал. Честно сказать, я ролики не смотрела ваши. По-моему, когда-то один-два ролика смотрела, но в последнее время не заходила, врать не буду. Так что это тоже молодой начинающий блогер. Так, Валентина Макеева, привет из Калининграда. Так, привет. Галя пишет, я тоже подписалась на Павла только что. Между прочим, все мои девочки, которые сейчас, вы же, ну, опять-таки, мне просто сказали не говорить слово банда, да? Ну, у нас так, группа подружек, буду так говорить на канале, очень любит хозяйство, так что действительно у Павла очень хорошее хозяйство, у него козочки, коровы, курочки очень красивые, уточки очень даже красивые, так что заходите, смотрите у него. Так, Галя, вот я и согласна, Серенька, светлые тона очень украшают тебя, спасибо. Девочки, в принципе, я и девчонкой не любила светлые тона. Ну вот как сейчас, но не светлее. А после смерти мужа, так я вообще их не одевала, ничего светлого. Ну вот сейчас меня постоянно девчонки просят, чтобы я одела светлое. Что-то сегодня заловки тоже говорят, ой, как тебе идет, молодцы, говорят, твои девчонки, что тебя заставили это платье одеть. Анна Польских, у меня вопрос, извините, конечно, хочу спросить, может кто-то посоветует, мне нужно делать операцию по замене коленного сустава. Одни советуют, одни не советуют. Есть кому сделали такую? Точно не знаю. Так, какую-то операцию на колени делали матери моей, сошенице моей дочери. Ну вот если бы Мадина сейчас вышла бы в эфир, мы бы ее спросили. Делали, я знаю, что на колено операцию делали, но вот заменяли ли или нет, я не знаю. Ирина Бондаренко, так, раз начали подписываться на Павла, значит и его подписчики сегодня-завтра к тебе прибегут. Будем надеяться. Так, Анна Терре, да, может, если я неправильно, извините, фамилию говорю. Добрый вечер, добрый вечер.
Ирина Бондаренко, как приятно, что заловки оценили твой наряд, прислушиваясь к советам. Придется. Но мне действительно явно светлые, белые такие не идут. Не знаю, всю жизнь шли. Мне так не шел свадебный еще наряд, это было что-то. Так, Катя и друзья, Лейла, вы умницы, сняли великолепно концерт, посвященный Дню Республики. Очень вас любим смотреть с дочкой. Все ваши ролики и свадьбы, и кулинарию, и огород, здоровья вам и всей семье. Спасибо, Катя, спасибо. Так, Ирина. Лейла, какие цены на базаре? Так, Лейла, а что вы сделали с той мухой, которая вечно мешала эфирам? Выпускайте ее из плена. Мы только сегодня с Ибрагимом говорили о мухах. Вы знаете, буквально 2 недели назад был такой бум, прямо, я уже испугалась, думаю, ой, наверное, слишком много их в этом году будет. Нет, как ни странно, очень мало мух. Так что их просто нет. Так, сейчас про цены скажу. Дандаш Ахметбекова, да? Да, как? Как называется канал Павла? Я хочу тоже посмотреть. А вы просто так и напишите Павел Немоляев, и выйдет его канал, я точно не помню даже название его. По-моему, так же и называется. А? Павел Немоляев же называется? Да-да. Так, Заина Богатырева. Лейла, когда порадуете нас новостью о свадьбе сыновей? Ой, Заина, я бы сама себя хотела очень порадовать этой новостью. Не знаю, обещал этой осенью жениться, но посмотрим. Сегодня заловки тоже говорят, что им тоже обещал. Я говорю, обещать обещал, но я не знаю. А потом смеются, одна говорит, он говорит, обещал осенью, но потом, говорит, сказал, я же вам не сказал, в каком году, какой осенью, так что будем ждать. Так, София, у нашей Лейлы всегда хорошие ролики, а сегодняшний концерт, как будто и мы побывали. Гульмина, добрый вечер, Лейла, пишу вам с Алматы, всегда смотрю, жду ваши ролики, спасибо. Иринка, обижаешь мои голуби, мухоеды. Галинка, ту муху твои голуби съели. Так, Ира, на рынке цены, ну, ты знаешь, в принципе, можно как сказать, даже сегодня Боговудин спрашивает, мама говорит, по-моему, не очень дорого было. Но если сравнить с прошлогодними ценами, конечно, дороговато. Потому что морковь стоила 60 рублей, картошка стоила 60 рублей, свежая 60, мелкая 50, потому что там сегодня еще было такое. Клубника вот 1150, 1200 ведро, в котором 7 килограмм помещается. Черешня 300 рублей, где-то была 400, где-то была 250. Что там еще было? Сегодня вообще рынок был такой, ну, в воскресенье обычно у нас бывают спокойные рынки, потому что уже свадебный день, воскресенье у нас рынок не такой бывает. Суббота, пятницу, да, бывает много чего. Что там еще? Ну, я только так пробежалась по-быстрому. А единственное, огурцы были дешевые, 25, 20, 30 рублей. Вот свежие огурцы, вот это было дешевые. Помидоры сегодня были дороже, чем вот неделю назад я покупала. Были тогда и за 100, и за 90, а сегодня самые дешевые были 130. Видимо, просто завоза не было, еще же и от этого зависит. Если много завезли на рынок, то цена падает. А если их мало, то потому что сегодня огурцов был просто рынок завален огурцами. И вот цена была вот такая вот. Вот такие вот цены. Что еще там было интересного? Ну, все, что я сняла в ролик, у меня есть снято, но не монтировано, ничего. Продолжение будет сегодня, досниму, как компот и варенье делаю, наверное. Так, что еще? Что еще там было новенького? Так, я кого-то модератором сделала. А? Тамилу. Случайно нажала. Хотя ключа у нее не вижу. Так, исправишь сам. Дальше, сейчас, девочки. Так, Светлана, платье просто прелесть, я бы такое носила. Тамила, только посмотрела концерт, снятый вами, как будто сама там побывала. Баркал, Лейла, хорошо, что сняли. Спасибо. Неля, Лейла, здравствуйте, привет из Норильска. Когда вы делали новую кухню, то думала, что посудомойку поставите, очень облегчает труд на кухне. Вы как думаете? Так, Неля из Норильска. У меня брат очень долго жил в Норильске, старший.
Вы знаете, да, конечно, облегчает, но в этой кухне, во-первых, совершенно нет места ставить посудомоечную машину, это однозначно, она и так маленькая, там очень мало мне места. Сделаю вот эту вот новую кухню, можно сказать, мою мечту. Давно мечтаю о большой кухне. Хотела, конечно, намного раньше, чтобы она у меня была, хотя бы лет на 10 раньше была бы она. Ну, как получилось, ничего. В этой кухне, конечно, обязательно сделаю. Но это уже, наверное, будет не мне, а снохе моей, скорее всего. Поставим посудомоечную машину. Ирина. Заина, давайте все дружно будем просить Всевышнего, чтобы осенью пришла в этот светлый дом молодая хозяйка. Спасибо, девочки. Тамара Янова. Лейла, как у нас с погодой? У нас в Ростове жара страшная. У нас тоже вчера очень жарко было. Сегодня прямо вот, не знаю, градусов 40, наверное, было сегодня. Это что-то. Сейчас вроде бы жара спала, ну как жара, к вечеру и дождик немножко прошелся, но духота, просто дышать нечем. Алла Родичева, продукты везде подорожали, да. Да, свекла стоила сегодня 65 рублей. Ну вот свекла, морковь, капуста 50 свежая, пекинская 50 стоила. Ну вот это все вот в прошлом году стоило 25-15, вот совсем дешево. Свекла всегда была 15 рублей не дороже. Вот никогда свекла дороже не была. Конечно, в этом году намного дороже все. Потом, что я сегодня еще спрашивала? Кур я не спрашивала, но спросила, сколько стоят крылышки. И грудка. Грудка стоила 300 рублей килограмм, крылышки 150, по-моему, я уже не помню. Но в ролике будет, сколько стоило. Ну, я вообще хотела все снять, но вот из-за того, что я еще раз повторюсь, что сын спешил, я просто быстренько пробежалась. Так, Джамиля, по-моему, да? Джамиля, добрый вечер, Лила, рада вам. Мне сегодня тоже 55, и также не верится вам здоровья и успеха во всем. Друзья, давайте все дружно поздравим Джамилю. Джамиля, от души поздравляем вас с вашим 55-летием, но 25-летием. Желаю вам здоровья, счастья, всего-всего, что вы бы хотели себе пожелать, мы вам всем желаем. Все желаем, не всем, а всем чатам, хотела сказать, всем чатам. Девочки, я надеюсь, я за вас сказала, вы не будете против. Я вас поздравляю. Живите долго и живите все, что вы проживете, здоровы и в здравом уме. Так, Галечка, да, Лейла, и пусть эта молодая хозяйка будет вам в радость и в помощь. Ой, спасибо, очень бы хотелось. Как же умолить Ибрагима, чтобы побыстрее ролики монтировал? Ну, Ибрагим, в принципе, когда я отдаю, он монтирует. До Ибрагима приходится мне сначала просмотреть и написать ему, что и как. Нет, эта тетрадь я вам показала, как я ему пишу, если бы эта тетрадь другая была. Я ему расписываю каждую, какой кусочек за каким смонтировать, где что удалить, где что написать, потому что этими делами я не умею просто заниматься. Но, скорее всего, скоро мне самой придется этому всему научиться, потому что Ибрагим уезжает скоро. Или придется канал мне закрывать, или, не знаю, или учиться. Так, ну уже Ибрагим тут объяснил, что да как. Так, Валечка, я согласна с девчонками. Лила, тебе очень красиво. Спасибо, Валь. Так, Лилочка, мечты сбудутся, будем надеяться. Юля, Лейла, а почему Джабраил забросил канал свой? Где продолжение с машиной? Было очень интересно смотреть, как он мучился с мотором. А мотор так и стоит разобранный. Не знаю, перегорело у него все. Наталья Савина, добрый вечер, Лейла и подписчики. Добрый вечер, Наталья. Так, Ламия или Ламия? Не знаю, как ставить ударение. Ламия, наверное. Добрый вечер. Привет из Алматы. Лейла недавно подписалась на ваш канал. Очень понравилось. Смотрю все ролики подряд. Спасибо, многому научилась. Спасибо большое, Ламия. Имя красивое, между прочим. Светлана. Лейла, у вас растут плодовые деревья? Вишни, слива, яблоки? Да. У меня есть 2 сливы, 4, 5 даже черешень, но 3 черешни все-таки с ними что-то случилось. Или морозов, правда, не было, или холод, или какой-то дождь прошел. Ну, если бы дождь, то все бы пропали. Вот именно 3 черешни, которые в том огороде, они пропали. Даже листья прям высохли, и плоды остались такие же маленькие. Она такая черешня хорошая была, и так была обсыпана плодами.
Так, Анна Польских. Как завидно. Помидоры 280, 300, огурцы 110. Ух ты. Наталья Зубкова. Добрый вечер всем добрым людям с Урала. Добрый вечер, Наталья. Вероника. Лейла сегодня подписалась и в восторге от ваших роликов. Здоровья вам и вашим близким. Привет из Сочи. Спасибо большое, Вероника, и добро пожаловать к нам в семью. Так, Алла, Джамиля, поздравляю от всей души, здоровья, всех благ в день твоих 55-летий. Да? Ира, а кто виноват, с кем разобраться? Просто реально, Ибрагим, вот вы с мамой подсадили нас на свой канал и уже ждем постоянно новых выпусков, а их все нет и нет. И как быть? Мы же зависимые уже. Виновата я, у меня нет времени прослушать то, что я наснимала. Вот то, что он мог снять сегодня без меня, в смысле снять без меня, смонтировать, потому что концерт он уже мог сам без меня это сделать. А остальное по-любому мне надо самой все делать. Сначала ему расписать, где, что и как, а потом уже он это все собирает. Так, Ирочка пишет, Джамиля, присоединяюсь к поздравлениям, сказанным Лейлой. Так, и, друзья, как раз сегодня, к слову, у нашей подружки Джамили тоже, у нас так 20 с лишним подруг, да, вот. У нашей подружки тоже сегодня день рождения, Джамиля, и мы ее поздравили, конечно, лично, но еще раз хочу поздравить, не знаю, она сегодня пока не в чате, но, может быть, записи посмотрит. Джамиля, от души тебя поздравляю, желаю тебе счастья, здоровья и действительно желаю всего-всего-всего, что можно пожелать на этом свете. Джамиля такой светлый человечек, друзья, не знаю, вот так вот на расстоянии знать, чувствовать, поддерживать, наверное, не каждый может. Она действительно настолько меня чувствует, настолько меня поддерживает и настолько, не знаю, так ко мне относится тепло. Это просто непостижимо. Поэтому, Джамиля, всех благ тебе, чтобы Всевышний одарил тебя всеми благами на свете, которые могут быть, и на том свете. Будь счастлива, моя хорошая. Так, София, еще как подсадили, что утром глаза открываем и смотреть, что там нового выпустили. Лидия, Седик Хелшин, Лейла, добрый вечер, чат. Дал Седик Юльха, Лида. Я рада, что ты зашла. Как у тебя дела, Лида? Как твое здоровье, Мштиха? Так, Галина, да, выбор у вас на рынке великолепный. Это в основном местные овощи и фрукты или привозные. У нас тоже есть, конечно, местные, но в основном привозные. Наталья Зубкова. Всегда с большой радостью смотрю ваши новые видео. Готова ждать сколько надо. Только не бросайте канал. Спасибо, Наталья. Просто действительно много времени уходит и на съемку, потом и на то, что вот я это все должна прослушать, просмотреть, записать. Часа 2-3 просто на один ролик уходит, если не больше. А летом это все-таки очень долго. Татьяна Костенко. Лейла, добрый вечер. Спасибо за ваш эфир. Рада вас видеть и слышать. Спасибо большое вам тоже, девочки, что все зашли. Наталья Адамова. Добрый вечер добрым людям. Лейла, очень рада вас видеть и благодарю вас и вашу семью за канал. С уважением, Донецк. Спасибо, Наталья. Я вам всем тоже, моим подписчикам, от души благодарна. И мне многие, вот именно наши ингушки, не дадут мне соврать, заходят лично, общаются со мной в WhatsApp и всегда говорят, нам так приятно читать комментарии, которые про тебя пишут. Мы действительно гордимся тем, что вот именно тебе так хорошо пишут. Поэтому огромное-огромное всем вам спасибо. Действительно, это до глубины души трогает. Спасибо вам большое. Так, Лида, нормально все, Лейла. Баркал, как у вас дела? Как здоровье мамы, детей и сама? Как самочувствие? Нормально, все хорошо, Лида. Извините, звонили. Нормально, мама тоже хорошо, и с детьми тоже все в порядке. Ира, так, Лейла, ты обещала рассказать про вашего местного рукодельника, который башенки делает. Да я его просила. Ибрагим. Хавел. Так, Хавел. Ручка, бал. Ручку, да? Я его просила, но он говорит, обещал мне, у него сейчас пока нет камня, что когда у него будет камень, чтобы как он...
На, позвони. Как он камень привезет, обещал вроде бы, чтобы пригласить меня, и я поснимала, как он там делает эти башни. Все. Так, Ибрашка, я из чата вышла. Так. Вот. Так что будет у нас ролик. Так. Ламия. Ударение на А. Ламия, да? Ну, и так красивое имя. Греческое имя. Очень люблю вайнавский народ. Нравится все. Традиции, обычаи. Хочу выучить их язык. Молодец. Правда, у нас ингушский язык очень трудный и сложный. Но если ты хочешь, ты его выучишь. Так, Белочка пишет. Лила, родная моя, тоже очень горжусь вами. Спасибо, Белла. Так, рукоделие от Белки-Стрелки, друзья, тоже канал. И Белочка такие поделки делает. Зайдите к ней на канал. Это тоже моя соотечественница, моя подруга, можно сказать, хотя я намного ее старше. Умница девочка. Зайдите к ней на канал, если вам не сложно. Посмотрите, какие она вот прекрасные вещи создает. Своими руками, своими ручками. Она еще у нас теперь и кондитером стала. Так что, если вам не сложно, зайдите, посмотрите. Если вам интересно, то подпишитесь. И ради бога, извините, что я сегодня рекламирую всех. Мне просто приятно, что заходят именно блогеры ко мне, и мне хочется про них сказать. Так, чат у меня опять убежал. Ибрагим, если ты меня слышишь, пожалуйста, зайди еще раз. У него же номер другой теперь. Я его номер второй не знаю. Так. Так, извините, минуточку. Почему он мне не берет? Тот же номер. А вот что не знаю. Так, минутку, простите, пожалуйста. Накладочка небольшая. Так, Алла Рудич, Лила, я что-то прозевала. Ибрагим надолго уезжает? Нет, на каникулы. Лида, Лидия, Белочка, Сердик, Хелаха, сестренка так она, Юлия. Я вообще прыгала, когда узнала, что сегодня эфир и ролик смотрю через VPN. Спасибо, Юля, большое. Светлана Михайлова, добрый вечер, Лила, рада видеть тебя. Я припоздала, но вижу знакомые дамы здесь. Светлана, добрый вечер тоже. Ну, сколько, 50 минут мы, по-моему. Так, Ирочка, давайте напишем свои города, кто откуда. Лида, хорошо, Белочка, алхамдулилля. Так, Августина, добрый вечер. Тетя Лео, добрый вечер. Галя, Иринка, Волгоградская область. Короче, Белочка, моя радость, привет, родная. Людмила Филипенко, добрый вечер из Германии. Лила, как здоровье, как дети и внуки. Спасибо большое, Людмила, все хорошо. Как у вас? Какая там у вас погода? Забеда, так, вот, опять я забываю, что это Забеда, Августина. Белочка помнит. Ну, я старше Белочки, вы меня извините. Джамиля, огромное вам спасибо за пожелания. Всем нам здоровья и мирного неба. Так, Лида, Белочка, умница, красавица. Забеда, да, Белочка, наша умничка, машала. Рукоделие от Белки-Стрелки. И мы у нашей любимой Лелы встретили Забеда. Так, Ирочка, была за рекламу, будешь рассчитываться меринговым рулетом. Это она Белочке пишет. Так, Забеда, да, Белочка. Так, Людмила, у нас сегодня дождь почти весь день. Ой, вы знаете, когда шли вот 10 дней подряд дожди, я думала, что я никогда не буду желать, чтобы был дождь. А сегодня так хотела, чтобы прошелся дождь, потому что и поливать уже второй-третий день не успеваю. Ну, правда, ряда 2 Ибрагим полил мне сегодня так, что крайне необходимо было полить. Роза Мария, рукоделие от Белки-Стрелки, подписалась только что. Спасибо, Роза Мария. Так... Рукоделие от Белки-Стрелки. Ирочка, я согласна, родная, меринговый рулет скоро поедет к Лили. Успокойся, Белочка. Лидия Басова, добрый вечер из Ессентуков. Добрый вечер, Лидия.
Зайнаб, Лейла, Сердик, Халахаха, Хейл, Сердик, Маршо, Агарха. Роза Мария, Лида, рада тебя видеть. Рукоделие отбелки с рулки. Роза, спасибо вам огромное за подписку. Так, Ламия, Лейла, почаще показывайте Нанюшку. Очень нравится, как она всем говорит пожелания. Хорошо. Ира, Лейла, картошка зашла-то вся. Так, азан, девочки. Скорее всего, мне придется, наверное, закрыть чат. Вернее, эфир. Минуточку. Так, друзья. Еще минут 10 посидим, да? Я просто на канал сейчас не хочу говорить. Я-то могла сидеть сегодня, потому что пока намаз не делаю. Так, кого пропустила? Так, картошка взошла вся, Ира писала, вот я на этом остановилась. Картошка, зайти-то она вся взошла, Ирочка. Но она такая, я не пойму, я вот завтра сниму, я ее не снимала, огород уже несколько дней. Вот обычно же картошка как? Целый куст вот вырастает, да, и вот шапкой как-то получается. А там, получается, с каждой лунки, хотя я по 2 картошки ложила, ну вот отдельные 2 вот такие вот штучечки торчат, и все вот, не знаю, что там внизу будет. Но ботва такая хилая какая-то. Лейла, заказы новые есть. Галя, у меня несколько заказов есть на манты, на полуфабрикаты такие. Но я их просто не успеваю делать. Я настолько, каждый раз думаю, вот днем сделаю, что надо, а ночью хотя бы немножко сделаю заказы. Нет, я ночью не могу, уже выдыхаюсь, потому что очень устаю. Прополки было очень много. Всю картошку прополола, сделала 8 рядов окучивание, потому что Ибрагим занимается, не получается ему, а окучивание мне просто все-таки очень сложно дается. Здесь во дворе палисадник тоже прочистила, остался у меня один палисадник еще прополоть. Так вроде бы прополка вся закончена, ну, и подпушивала я, и помидоры, и вот это вот все, и сажала рассаду, поэтому не успеваю просто.
Так, что дальше? Анна пишет: Лейла, скажите, пожалуйста, когда вы тесто делаете, вы кефир теплый используете? Нет, кефир просто комнатной температуры, не разогревать. Если даже очень холодный, и то вот с холодильника сразу, потому что если чуть-чуть разогреть, все равно не то получается, не так, не такое пышное, не такое вот живое тесто получается, если разогреть. Если, конечно, там уже лед, то лед, конечно, нужно, чтобы немножко подтаял. А так иногда даже я и со льдом замешиваю сразу. Так, София, булочка в Германии можно мерить, говорю, лет. Джамиля, смотрю вас не так давно, нравится очень. Пожалуйста, не бросайте канал, вы нам нужны. Спасибо, Джамиля. Так, София, рукоделие. Это они между собой. Так, Ирочка пишет, какие мы молодцы, лайки почти все ставим, спасибо. Без ноутбука я не вижу, где у меня лайки сейчас, надо будет просто выходить. Сабина, ассаламу алейкум, Лейла, вас приятно, всегда приятно вас слушать, особенно на ингушском. Ва алейкум ассалам, спасибо. Ну, я бы и побольше бы говорила на ингушском, но из-за того, что у нас все-таки подписчиков намного больше русскоязычных, поэтому я говорю на русском и не очень много говорю на ингушском. Хотя мне говорят, что нужно говорить на ингушском, но кто поймет, если я начну сейчас говорить на ингушском. А если тебя кто-то не понимает в обществе, где ты сидишь, то это неприлично говорить на другом языке, мне, по крайней мере. Людмила Филипенко, друзья, ставим лайки. Спасибо, Людочка. Так, Ламия подписалась на Белку. Обязательно посмотрю. У меня 2 дня назад родилась вторая внучка. Назвали Белла. Ну вот. Ира, обязательно сними огород весь. Прям очень хочется посмотреть. Сниму. Я его приводила в порядок, чтобы не показывать его в плачевном виде. Но еще не так. Он пришел в себя, конечно, как бы мне хотелось. Баклажаны что-то вот. И подкормила я их. Я и подкормку делала всем. Но что-то они никак не оживают у меня, не знаю. Так, да, Ламия, мы поздравляем тебя с рождением внучки. Белла пишет: ой, как приятно, Ламия, спасибо вам огромное, с рождением внучки вас. Так, Анна, спасибо огромное. Наталья Зубкова, с большим удовольствием смотрела ваше видео с праздника, спасибо. Ира, Ламия, поздравляю вас с рождением внучки, еще имя чудная Белочка, да. Лида, я смотрю из Берлина, спасибо большое, Лида. Алла, Ламия, поздравляю с рождением внучки, здоровья ей и маме. София, Людмила, очень приятно, от нас где-то 7 или 8 часов вы живете. Ламия, спасибо, очень хотела, чтобы была девочка. Ой, у меня Танзила так мечтала о девочке. Анна, я из Германии, город Ингольштадт. Так, Анисия Борисова. Добрый вечер, Лила. А почему зрителей 110, лайков 17? Быстренько все пальчики вверх. Спасибо, Анисия. Галина, Анисия, у меня высвечивается 110 лайков. Наверное, Анисия, просто вы не обновили. София, как много нас в Германии. Лидия, правильно Лила говорит, что надо, чтобы все понимали, о чем речь, да. Так, Ирина, вот у тебя, Лейла, такая тактичность природная, ты так аккуратно ответила на тему языка. Ну, просто сегодняшний комментатор-то нормально написала. Просто у меня был комментарий, что, возмущались тем, что я говорю на русском, почему не на ингушском. Было возмущение, почему я здороваюсь даже сначала на русском, потом на ингушском, хотя я иногда и так здороваюсь, как-то не придаю этому значения, по идее, не знаю. За каждую мелочь цепляются. Так, Валя пишет, Белла, нам София, пожалуйста, хотя бы 1 рулет на 2. Так, Рита. Тетя Лила, здравствуйте, из Греции. У нас очень жарко, уже я вас с удовольствием смотрю, вы очень нам нравитесь и многое у вас научилась делать. Спасибо, Риточка. Заина Богатырева, Лейла, хочется подольше побыть с вами, но у нас большая разница во времени. В Казахстане я была рада вас видеть. Всем желаю здоровья, мира и добра. Почаще радуйте нас с эфирами. Спасибо, Заина. Да, мне уже тоже самой надо бежать. Думала, час только посижу, но еще минут 15.
Я сегодня вышла в эфир действительно из-за того, что я обещала вчера, в субботу, что будет эфир своей подружки Ирочки. Вчера у меня не получилось из-за того, что мы поехали на концерт. Сегодня у меня столько было дел с этой клубникой, но все равно, раз я обещала, я уже обещала ей сегодня это сделать эфир. И сегодняшний эфир я ей сделала именно из-за того, что я обещала Ире его сделать. Так-то я могу его в любой день сделать. Просто Ира у нас работает, у нее суббота-воскресенье только выходной. А у нее, по-моему, 3 часа, да, Ира, у тебя разница во времени. Когда она работает, ей, конечно, у нее не получается сидеть долго. Так, София пишет. Так, нет, я пришла. Вот. Ната, добрый вечер всем из Воронежской области. Лейла, а чем вы подкормку делали баклажанам? Спасибо. Так, здравень, по-моему, я покупала пакетик такой, вот подкормила им. Но сейчас я в это самое траву залила водой, поставила бродить. Буду, наверное, еще и такой. Просто мне не хочется навозом. Мне говорили, что навозом надо, но у меня столько медведки, если еще буду туда навозом их подкармливать, я не знаю, что будет. Так, София, Ламия. У нас в Греции есть город Ламия. Красивое имя, правда? Так, Ира пишет, а я бы смотрела на тебя, даже если ты на китайском разговаривала, и даже если бы просто молчала, что ты делала. Спасибо, Ирочка. Так, Валюша пишет, Лейла, я сегодня делала по твоему рецепту тесто на кефире. Очень хорошее получилось. Спасибо, моя родная, спасибо. Ешь на здоровье, Вальчика. Ира, да, разница 3 часа, ага. Так, Белла пишет, Ирина, я с вами полностью согласна, смотрела бы и слушала бесконечно. Спасибо, девочки. Сапият Гасенова, добрый вечер, Сапият. Так, Галя, Лилушка, ты еще стараешься и под нас подстраиваться по времени. Спасибо тебе огромное. Вообще-то я девочкам нашим обещала, что я и пораньше выйду, потому что у них еще у многих девочек разница во времени. Но на неделе тоже постараюсь я выйти для этих девочек хотя бы немножко. Часа в 3, в 4, пускай не будет там просмотра, ничего, но я выйду, постараюсь. Действительно хочу всем угодить, чтобы раз хотят со мной общаться, почему бы и нет. Так, Сабина, я просто живу в Австрии, и поэтому приятно бывает, когда вижу и слышу родные языки. А здесь целыми днями слышишь только немецкий. Ну, это понятно, Сабина, конечно, конечно. Раз тебе нравится, я тебе это скажу. Вообще, я действительно не люблю разговаривать дома на русском, и не люблю, когда с детьми разговаривать на русском. Не из-за того, что мне язык не нравится, вы знаете, что сами видите, что, в принципе, я хорошо, по крайней мере, владею русским языком, но, тем не менее, каждый народ должен говорить на своем языке, но и одновременно, конечно, знать русский тоже. Народ, который живет в России, я имею в виду. Поэтому вот у нас Аишка, немножко проблема с Аишей получилась. Пошла в садик, она вообще категорически перестала говорить на ингушском языке дома. И садик, и то, что я практически, когда сюда приезжает, я же ее постоянно снимаю, а снимая с ней, я разговариваю, опять-таки, чтобы мои подписчики поняли, разговариваю на русском. И получается, что уже слишком много у нее русского языка, и она уже вот понимать понимает, но говорит все равно, отвечает всегда. Если даже ты скажешь ей на ингушском, она отвечает на русском. Поэтому как-то так. Так, София, Рита, а с Греции откуда? Я Софин. Так, Ирочка пишет, я тебе благодарна, родная, за то, что ты вышла в эфир, несмотря на занятость. Так, Галя, Лейла, в прошлом году ты черешню вялила в специальном аппарате. Будешь делать в этом году? Постараюсь. Мне понравилось очень, между прочим, Галя, очень понравилась и черешня, и чернослив прям, и яблоки же я делала, сушила. И компот нравится именно вот из сушеных. И вот сами сушеные просто. У меня еще немножко чернослива остался. Я вот как деликатес ее ем, можно сказать. Обязательно. И я обязательно хочу высушить в этом году болгарский перчик. Я его раньше как-то покупала. Вот именно мне нравится вот в супе, когда вот в супе, особенно в супе, не в борще, а именно в супе, когда вот плавает вот этот вот кубиком болгарский перец засушенный, не свежий, а вот именно засушенный. И хочу обязательно его тоже засушить.
Так, Валентина, я смотрю с Кобурга. Ира Пишлева смотрят тебя из разных стран. Так приятно, да. Я сегодня клубнику, кто продает, парень, я ему говорю, если клубника внизу ведра будет плохая, я тебя на весь мир покажу. Он смеется, говорит, а если будет хорошая, ты меня покажешь на весь мир? Я говорю, ну покажу. А, я говорю, покажу, но я же не знаю, кто ты. А говорит, если будет плохая, как ты собираешься тогда про меня говорить? Смеялся сегодня с меня. Я говорю, весь мир меня смотрит, так что ты мне плохую клубнику не подкидывай. Ой, тушенку точно надо, Ирочка, делать. Я уже обещала 100 раз, что ее сделаю, во-первых. Во-вторых, мне ее действительно надо сделать и Джабраилу послать в Москву. Надо, никак не выберусь. Лида, цепляются те, кому некуда негативную энергетику девать, не надо на них обращать внимание. Хотя, конечно, такие замечания выбивают из колеи. Ну да. Рита, мы живем в Салониках. Так, еще был комментарий, когда я все-таки нет-нет на ингушском говорю с Аишкой, потом перевожу и на русский, а уже русскоязычные тоже были немножко недовольны, что я все-таки какие-то фразы на ингушском языке тоже вставляю. И такое было, и такое бывает, и такое бывает. Короче, всем не угодишь действительно. Просто надо стараться, чтобы, я уже сама себе говорю, это все, что мне говорилось, стараться не замечать этого, но все равно не проходит. Хоть маленький комментарий, который немножко тебя задевает, остается в душе. Ты несколько дней все равно, особенно если там плохое что-то пишут, так вообще ты только и думаешь об этом. Так, вот я про это и подумала, чтобы передать сыну тушенку. Да, нужно обязательно. Там у меня еще три уточки надо убрать. 2 у меня уже лежат. Я из уточки. Надо будет кашу какую-нибудь ему сделать, чтобы сразу разогрел и готово было у него. Он сам даже спрашивал. Белка Пишлела, всем нельзя угодить, нас много, а вы одна. Ну, как смогу, так и буду угождать, ничего страшного. Галя, ты совершенно права, Лейла, необходимо беречь свой язык, культуру и обычаи. Надежда, Лейла, добрый вечер, вас часто приглашают на свадьбу, и что обычно принято дарить? Так, на свадьбу, ну, в принципе, часто, потому что у нас очень много родственников, во-первых. Во-вторых, вот именно у нас, я скажу, как у нас, ну, по мужу, в Тейпе, очень много соблюдает вот именно наш тейп индийских, как-то даже дальних родственников, ну как бы сказать, иногда слова забываю, ну, связь не теряют с дальними даже родственниками, троюродными, двоюродными, четвероюродными. И эту родня приглашает и на свадьбы, и на все эти мероприятия, и нас очень много именно в нашем ТЭПе, поэтому свадьбы очень, ну, сами видите, что в принципе их бывает много. Иногда каждое воскресенье бывает, надо бывает ездить на свадьбу. Ну, у нас принято в последнее время деньгами обычно. Близкие родственники дают, конечно, побольше денег. Чем дальше родня, тем меньше. А так ты можешь хоть сколько хочешь давать. Вообще, вот если ты не такой близкий родственник, то у нас в обиходе сейчас 2000. Вот такой вот не близкий родственник. А так и 5, и 10, и 20, и 30, и 50, смотря насколько ты близок, насколько тебе позволяет твое состояние дать денег. Вот так вот обычно даются деньги. Ну, если девушка замуж выходит, то некоторые подарки дарят постельное белье, там, красивые полотенца, что-то такое. Но обычно, как я сказала, в последнее время предпочитают деньгами. Потому что у всех вкусы свои, лучше они сами себе купят. Так, Юлия Россия, а где именно в Москве? Юлечка, ты не поверишь, я даже не спрашивала, где он в Москве. Знаю, что в Москве, и все. Вот где именно, он не знаю. В следующий раз обязательно спрошу его и скажу. Брат мой живет в Долгопрудном Подмосковье. Ну, изредка туда к нему ездит. Ламия, Лейла, говорите на ингушском, и будем учиться. Хорошо. Между прочим, у меня много девочек, которые общаются со мной в WhatsApp, спрашивают меня, как поздороваться, как там доброе утро или добрый вечер, и обязательно мне говорят именно на ингушском, пишут и говорят.
Так, Светлана, Лейла, у вас очень интересный канал. Я так много узнала о ваших обычаях. Спасибо за вашу искренность и доверие к своим зрителям. Спасибо большое, Светлана. Так, Татьяна, Лейла, меньше обращай внимание на недовольных. Нас много, выгодно. Галя, мы сегодня как раз консервы из рыбы делали в автоклаве. Получилось 14 600-граммовых баночек. Ой, молодец, Галя. Мне надо тоже с этим автоклавом начать работать. Так, Тамара Бирашвили, да? Бирашвили. Итак, если я неправильно сказала. Привет из Тбилиси. Привет, Тамарочка, привет. Мы вам рады. Галина, меня сейчас вышибло из эфира, за окном гроза, дождь, лишь бы совсем связь не оборвалась. Ух ты! Галечка, давай эту грозу к нам сюда. Ирина, ой, вот больше не о чем думать, только о плохих комментариях. Посмотри, сколько любви, тепла дарят тебе подписчики. Да уж, Ира, ты права, действительно. Я про себя тоже иногда, когда вот плохой комментарий прочитала, мне плохо, а потом как из рога изобилия, как будто бы они знают, что мне плохо от плохого комментария. Такие комментарии хорошие начинают писать, что уже потом, конечно, душа оттаивает, бывает так приятно, действительно очень приятно, и огромное вам спасибо за это. Человеку немного надо, по идее, не то, что на канале, а вообще по жизни. Только приятное слово. И сказав приятное слово, написав приятное слово, человек, не зная, настолько делает хорошо человеку, настолько, я даже не знаю, что Всевышний тебя же потом отблагодарит за это. Почему люди этого не понимают? А написав плохое, я не имею в виду именно мне вообще, и сказав кому-то плохое, вы настолько делаете человеку неприятно, вы настолько его обижаете, настолько делаете для себя плохо. Вот зачем это нужно, я просто не знаю. Не нравится человек, пройдите мимо и все. И по жизни я имею в виду, и по каналам любым. Не обязательно же вот прямо выплеснуть и написать это человеку. Я опять-таки говорю даже не про себя. Так. Белочка пишет, да, Лила очень любит все, машалла. Спасибо, Белочка. Так. Мила, просто добрый вечер, всем добрый. Мила, Лила, наконец-то я застала твой эфир, очень нравится тебя слушать. Спасибо, Мила. Я, наверное, сейчас все-таки закруглюсь, уже давно собираюсь, а то у меня все пропадет. Клубника меня ждет. Мне компот нужно было до эфира закатать, я его не закатала. Так, Ирочка, давай, родная, мы тебя не будем больше мучить, тебе столько еще надо сегодня переделать. Да, друзья, вы знаете, для Ирочки я эфир сегодня сделала. Мира Сасонова, Лилочка, вы просто добрый, хороший человек, будь здорова. Спасибо, спасибо. Объясню вам, я могу, может быть, на неделе еще выйду, а может быть, давайте не будем даже на неделе обещать, а в субботу постараюсь, если что-то не... Обязательно, все равно, если я обещаю, что-то происходит у меня, как получится. Я обязательно, сегодня мне, между прочим, Ибрагим говорит, я говорю, мне эфир и это надо, давай, говорит, ты в прямом эфире будешь это и варенье делать, и компот свой делать, и будешь общаться. Я говорю, мне же надо все время ходить туда-сюда, не получится. Юлечка пишет, только не в Москву, нам лично и дождик, и холодно, да и хочется уже и солнышко, и тепла, дождик на Кавказ. Сейчас пускай перекочевывают сюда. Обычно, когда в Москве идет дождь или снег или что-то, то через 2-3 дня сюда перемещался. Но в последнее время что-то этого не происходит. Так, мы с вами, Ната пишет, мы с вами компот закатывать. Давайте, да там, в принципе, 10 баночек только компота. Лидия Басова, нас много закатаем быстро, да. Я еще корову не доила, учтите. Так что я сегодня хозяйка еще та. Ладненько, друзья, короче говоря, все. Как надумаем, сделаем еще раз эфир. Раз вам нравится, раз вы хотите, посмотрим. Может быть, когда-то пораньше, может быть, попозже. У кого как получится, тот будет заходить. А для Ирочки я обязательно или в воскресенье, или в субботу буду делать. Так что всем огромное вам спасибо и корову подоим. Счастья вам всем, мира, добра, благоденствия. Будьте здоровы. Ибрашка, давай закругляй наш эфир, пожалуйста. Так, спасибо за эфир, пишет она. Если Ибрагим предложил идею, пусть тогда вопросы читает. Как-нибудь тоже сделаем, наверное, эфир. Что-то я буду делать, и будет эфир.
Так, Ламия, вам спасибо, всем здоровья, всем здоровья, друзья. Пока-пока. Спасибо вам огромное. Я вам безмерно всем благодарна. Выключаем.